Сухум– это город, где современные здания соседствуют с памятниками старинного зодчества. Для него характерно разнообразие архитектурных стилей, чередование застроенных кварталов с парками, скверами, аллеями и площадями. В 1953 году на углу улиц Сталина, ныне Аяйра, и Церетели, ныне Званба, был построен трехэтажный дом в характерном для того времени стиле классицизм. Дома эти узнаваемые и пользуются большим спросом среди населения. В последнее время стали популярны пристройки к таким домам, уютные кафе, места общественного питания и другие. Как же можно соединить сталинский дом с современной постройкой? Ответ на этот вопрос мы увидели в проекте летнего кафе при кондитерской «Конфитерия». Добрый день, уважаемые телезрители! Хочу познакомить вас с молодым архитектором Сали Хапышт. Сали, которая один из уголков нашего Сухума сделала очень уютным и красивым. Сали, этот проект твой, мы знаем. Это такая пристроечка летнего кафе к дому, который был построен еще в 1952 году. Но очень, по-моему, вписался, не контрастирует со средой. Итак, какие у тебя были цели и задачи, которые ты как архитектор поставила перед собой, и все ли ты смогла реализовать? Что это был за проект? Ко мне обратились заказчики с задачей: нам нужен бар, кондитерская, кафе-бар летнего типа. И у меня была главная задача сделать легкую конструкцию, сборно-разборную, чтобы это никак не загромождало и смотрелось тяжело на фасаде. Мы максимально отошли от того, что у нас будут какие-то монолитные сооружения. Все решили сделать из легкой металлической конструкции. Рейками разбавили, что нам добавило воздуха в самом. Это как и экстерьер, и интерьер вместе взаимодействуют друг с другом. Минимально внедрялись в фасад здания. Мы просто его освежили, перекрасили, добавили какие-то детали, которые, наоборот, подчеркнули этот классический вид фасада. Сложная задача была в том, что бар на улице, на пешеходной зоне, технически сложно его организовать, реализовать, поэтому в этом были основная сложность в этом, да. Но мы с ней справились, хотя было много сомнений, и мастера сложно соглашались на такие задачи, но мы нашли своих мастеров, кто нам реализовал. Плюс заказчики очень терпеливые, понимающие, мы все реализовали вместе. Скажи, Сали, это же твой первый такой авторский проект, где Да. ты являешься главным архитектором? Главным архитектором и дизайнером тоже. И это первый реализованный мной проект, личный. Я вела здесь авторский надзор, 3-4 месяца у нас длилась реализация, хотя мы могли это все быстрее реализовать, если бы уже был какой-то опыт у меня до этого. Основные сложности все были с конструктивом связаны. Мы пригласили сюда мастеров по металлу, они нам собрали легкую конструкцию из реек. Затем мы думали, как это все закрывать, чтобы никто не пробрался внутрь. Все-таки техника дорогая, здесь каждый раз уносить, приносить мебель некуда ставить. Нет складских помещений, поэтому решили обыграть, сделать жалюзи, ставни, которые закрываются на ночь. И если непогода, тоже закрывается с двух сторон. Все это вписалось, как у нас в цветовую гамму. Мы заказали все по RAL, чтобы не было никаких контрастных, акцентных цветов. Все у нас такое спокойного тона, серые, антрацитные цвета. Но у нас есть... раньше у нас был логотип другого оттенка, мы к нему подбирали все. У нас произошел ребрендинг самого кафе-бара, и мы уже по ходу импровизировали, меняли цвет мебели. И все так гармонично вписалось. Оливковые оттенки напоминают нам фисташковые какие-то оттенки, кондитерское отсылают. Нежные такие кремовые тона, клубничные оттенки бордового, такие вот цвета, ассоциации. Как-то так получается. Сали, скажи, пожалуйста,
такой вопрос. Несмотря на то, что конструкция, она очень легкая, Да. но, несмотря на это, все-таки все выглядит очень монументально и очень прочно. Да, потому что тут цвет, во-первых, темный графитовый цвет, э, толстые профиля. Ну, они не самые толстые, средние. Мы подобрали специально тоненькие профиля, чтобы между ними зазор оставался, чтобы изначально мы это рассчитывали как летнее кафе, потом обыграли так, чтобы здесь был круглый год. Нам пришлось смонтировать помимо профиля еще жидкое стекло прозрачное, чтобы ветер не попадал, дождь. В общем, у нас на ночь, на вечер и в непогоду полностью закрытое кафе. Хотя там нет стен, нет блоков из поднятых стен, но сюда не попадает влага. Вот эту обманчивую хрупкость этого строения, мне кажется, дают вот эти рейки, которые кажутся такими деревянными и такими легкими. На самом деле это металл. Да. Скажи, пожалуйста, вот немножко о мебели. Она тоже очень легкая, но на самом деле вся металлическая. Да, вся мебель у нас тоже металлическая, сделана под заказ в дизайнерском бюро в России, в Нижнем Новгороде. По нашим цветам, по раву мы все подбирали специально. Помимо этой металлической мебели мы еще и заказывали у них подушки, сиденья. Все это по нашим размерам на заказ выполнено. Салли, любой житель Сухума увидит эту красоту, но ведь существует еще и спрятанное что-то, да, что дает подпитку такому объекту. Как вы тут все спрятали, коммуникации? Все наши коммуникации, основная коммуникация у нас за баром вся спрятана. Это вывод сантехники для мойки, для всех технических приборов. В ходе реализации у нас случилось такое природное условие, природный момент такой произошел, что раз в 5 лет бывает сильный ливень, и именно в наш год реализации попался такой сильный ливень, который прям затопило. Здесь собрался ил, все очень было грязно, невозможно было здесь ставить мебель в той части бара. Мы придумали, что нам нужно поднять подиум, собрали каркас, обшили террасной доской, она влагостойкая, и под ней уже спрятали всю техническую часть. Все провода, всю подводку под бар мы спрятали под ней. И плюс в стене, которая у нас находится за баром, это такой сэндвич-панель получился, каркас и с двух сторон обшивка алюминием. Поэтому у нас была возможность спрятать внутри провода и уже сделать скрытую подводку розеток для техники и так далее. Даже вот на этих диванах, где мы сидим, тоже что-то спрятано. Да. Внутри у нас встроенные розетки, спрятанные провода. Очень интересно решена кровля, крыша. Почему именно такой материал был взят? Вот расскажите нам. Изначально мы планировали просто прозрачный потолок, но когда мы его смонтировали, мы немножко добавили туда конструктив. У нас был каркас металлический, как под навес. Мы думали обыграть его, либо снести. Решили обыграть. Сделали прозрачный потолок, но в ходе ремонтных работ здесь внутри мы заметили, что тут очень жарко. Солнце печет, воздух стоит здесь, не проходит ни ветер, потому что тут такая сторона теневая. Но при том, что она теневая, все равно солнце пекло сверху и такую жару создавало. Мы еще думали, как тут обыграть вентиляторами, что в итоге пришли к такому решению, что нужно легкой тканью закрыть, плюс такие паруса создать из этой ткани, также легкие. Очень уютно получилось, на мой взгляд. Все это здесь выполнялось у нас в Абхазии по заказу. Мастера вышивали нам пробные ткани, мы вешали. Потом мы уже на всю площадь вышили такую ткань. И получилось
тоже какое-то нестандартное решение, потому что обычно бывают готовые, как перголы, их просто вешают на конструктив. У нас не было такой возможности. Нам нужно было обыграть наш существующий конструктив. Поэтому такое решение, после того, как мы вывесили эти ткани, у нас тут больше воздуха появилось, легкого, прохладного, хоть это было летом, в июне. Вот. Получилось только вот в ходе реализации мы поняли, какое решение нам подойдет. Салли, в нашей передаче, когда употребляется какой-то архитектурный термин, мы даем разъяснение. Итак, перголы. Перголы – это конструктив, который используется в навесах. Часто это раздвижные конструкции, которые уже смонтированы с тканью. Придает легкий, обычно используется в летних кафе, на верандах частных домов, террасах. Такое легкое решение временного навеса. Это очень популярно в южных курортных городах, правда? Вот такие беседочки, перголы. Хорошо. Ну и, наконец, все же, а были ли у вас какие-то задумки, которые не были осуществлены и заменены чем-то другим? Честно говоря, я таких не припомню. Вообще вся концепция без правок согласована с заказчиками. У нас было два варианта, ну, в основном расположение бара и мебель другого стиля. Но мы остановились на этом. Плюс я очень переживала, что у нас не получится собрать стену за баром так, чтобы она была надежная, чтобы у нас вся техника встала, чтобы по всем нормам, чтобы было удобно работающим барменам. И это единственное, за что я переживала больше всего, но мы смогли все-таки реализовать. Технически и визуально все так, как я и задумывала, получилось. Значит, вот эта стенка, она из чего? Здесь у нас было принято решение, ну, так как, повторюсь, монолитного мы ничего строить не можем, но нам нужен конструктив, плюс цельная стена, за которой там закреплены полки, стоит мебель, еще и проходит сантехника под ней. Все это решение было принято, ну, до реализации, но сложно реализуемо оказалось. В общем, мы сделали конструктив, такой же, как, ну, металлический конструктив, и его обшили алюминиевым композитом. Чаще всего алюминиевый композит, он используется в фасадах здания, там собирается конструктив, вент фасады используются и так далее. В таком чистом, ну, это чистые панели, у нас в нашем случае 4 метра на 1,5, это огромная панель. Сложность в доставке такой панели, сложность в выгрузке, порезали его вручную, ни на каком станке он не помещался. Вот эти сложности были в ходе реализации, но мы собрали такой конструктив. Получилась стена со стороны бара светлый композит, и с задней стороны бара, ну, с бокового фасада у нас цвет с рейками из антрацита, точно такой же материал. Мы посадили его на конструктив, он крепко держится, на нем еще стоят полки, на которых барные принадлежности. Поэтому все это надежно закреплено. Спасибо. Вот мне, как жителю города Сухум, очень понравилось это местечко. Появилось еще одно уютнейшее кафе в нашем городе. Спасибо, Салли. Совместить несовместимое получилось у молодого архитектора Сали Хапышт и в другом проекте «Интерьер фитнес-студии» в историческом здании из камня и кирпича площадью 50 квадратных метров. Ну, это очередная твоя работа, фитнес-студия. Какие здесь у тебя были цели и задачи? Справилась ли ты с этим и нравится ли тебе этот проект? Этот проект мне, безусловно, очень нравится. Это мой любимый проект. Я прожила его вместе с заказчицей. И я думаю, что мы все реализовали так, как и планировали. И легко реализация прошла, авторский надзор прошел очень легко. Рассказать подробнее можно сначала с фасадной части, с уличной зоны. Мы вообще начинали все благоустройство, но так как у нас ограниченная площадь, мы решили просто привести в порядок террасу, привести в порядок дорожку, так как у нас был сильный наклон, бетон. После дождя это все очень скользило, было небезопасно.
Решение выложить террасную доску, максимально практичное, плюс освещение добавили уличное. Э, Обыграли фасад, так как я не смогла найти архивные фотографии фасада, и уже тут был изменили фасад, входную группу, окна другого размера, другой формы. Поэтому исходила из технического задания заказчика, и все, что нужно было реализовать, мы реализовали, да. Я хочу напомнить нашим телезрителям, дело в том, что в этом дворе два хозяина. Хозяин первого этажа этого дома и хозяин второго. Вы выполняли заказы именно хозяина для первого этажа, поэтому здесь постройка с некой запущенностью соседствует. Да? Ну, вот так бывает, когда один объект имеет несколько хозяев. Да. Но то, что вы сделали, уже очень преобразило этот двор. Да, как пример подражания, может быть, послужит для реставрации, реконструкции вторых этажей или соседствующих зданий. Возможно, будущие покупатели или владельцы захотят здесь тоже реализовать какие-то свои бизнес-идеи под офис. Ну, вообще это было жилое здание, но как-то очень давно в таком ветхом состоянии. Заказчица у нас тренер, поэтому ей нужен был свой уголок для для занятий. Это идеально получилось. Помещение идеально нам подошло по всем техническим заданиям. Салли, вот мы еще не зашли туда, но уже вот я должна такое первое впечатление свое сказать о том, что вот это тот самый образец, когда старое здание очень хорошо соединилась с современной постройкой. Вы, в принципе, дали жизнь старому объекту. Да, при том, что я хотела минимально воздействовать на фасад, так как я понимаю, что это историческое здание, я не знаю, как оно выглядело раньше, поэтому не могу воссоздать облик фасада. Но решением было сделать всю конструкцию также из металла каракаса. У нас все окна, входная дверь, карниз над входной дверью, даже наши рекламные щитки, все это выполнено из металла, плюс стеклопакет. И по нашим чертежам все выполняли наши мастера. Все это, мне кажется, легко вписалось. И кажется, вроде бы металл, но тоже легкий конструктив. Из-за теплого оттенка, может быть, окон, стеклянных вставок, из-за разрешетки такой, из тоненьких металлических реек. Гармонично вписалось, в общем, на мой взгляд. Ну, нам осталось уже зайти, посмотреть сам объект. Салли, итак, вот на таком маленьком объеме создать спортивный комплекс. Ну, как вы умудрились это сделать? Да, у нас была маленькая площадь для фитнес-зала. Это около 50 квадратных метров, вся общая площадь. Но так сложилась планировка, что нам достаточно было и для зала тренировок, для ресепшена. У нас еще и так идеально вписалась зона гардеробной, раздевалки, и санузел хорошо встала. Все необходимое для занятий частных, 1-2 человека максимум. Это техническое задание, основное требование тренера было выполнено. Ясно. Ну и что ты скажешь? Я вижу, что стены сохранены. Они не оштукатурены, и это очень важно. Вы сохранили всю вот эту вот аутентичность. Мы максимально постарались сохранить камень, кирпич. В тех местах, где он у нас красиво просматривался, были части, где у нас уже блоком заложены проемы, там, где демонтированы были старые части. И нам и так пришлось бы там наращивать гипсокартоном стену, потому что в фитнес-зале нужно большое зеркало. Зеркало большое крепится очень надежно на конструкцию, все это тренажерные
Наши тренажеры тоже крепились на металлокаркас, что на потолке, что и на стенах. Это все спрятано под отделкой. Э, Плюс еще у нас ну, там, где мы сохранили камень, мы его обработали, покрыли лаком, еще и подсветили. Когда мы его подсветили теплым таким светом, подсветкой рассеянной, он еще заиграл, да, интересно рельефом своим. А как вы решили вот зону санитарную? У нас была такая вытянутая комната, вытянутая, узкая, длинная, ну, очень сложная в планировке. Нам нужно было уместить туда санузел. Ну, мы решили, что без душевой кабины так будет лучше. И гардеробную зону, там аж 2-3 шкафчика, плюс сиденье, где можно будет разуться, разодеться и так далее. У нас были проемы по 30 сантиметров. Когда мы стали наращивать стены гипсокартоном, выравнивать штукатуркой, она стала еще меньше. Все это сложно было реализовать, но мы заказали мебель, все по нашим размерам под заказ. И встало все сантиметр в сантиметр ровно, идеально, да, все сошлось. Я была очень рада этому. И там в этой гардеробной мы еще поиграли с цветом, чтобы это был такой уютный, приглушенный свет, темные тона, темно-серый. И один контрастный цвет у нас во всем проекте использован. Это терракотовый цвет. Он у нас идет по гардеробной зоне, продолжается в санузле. Там раковина красивого такого терракотового оттенка и стеллаж. Все это в темно-сером черном фоне. Плитка вся черная, вся сантехника черная. Все это по запросам заказчика. Плюс я тоже такое люблю, мне понравилось. Сразу мы реализовали, в общем, такую идею. Есть ли такие вещи, которые хотелось бы сделать, но не получилось? Да, хотелось бы большую просторную гардеробную, так как мы сталкиваемся с тем, что у нас все равно спокойно открываются двери, входная, и от шкафчиков мы можем проходить 2 человека друг напротив друга, но хотелось бы больше пространства. Вы такие параметры дома. Но мы с этим пространством справились, да, все хорошо. Ага. Ну вот сейчас в данный момент идет занятие. Это говорит о том, что все-таки вы создали комфортную среду, и человек здесь может заниматься спортом, релаксировать, общаться, в конце концов просто даже посидеть, пообщаться и выпить кофе. Главное, у нас еще и вся техническая часть, все тренажеры вместились, все встало на свои места, нигде никому ничто не мешает. Если нужно переставлять с места на место, тоже легко переставляется, не привязанным к каким-то стенам, каким-то техническим выводам, поэтому все легко получилось в этом плане. Салли, вот наш зритель очень любит, когда сохраняется старина дома. И я думаю, вы, молодые архитекторы, это очень понимаете. И вот сколько уже проектов мы освещаем, везде понятно понимание архитекторов, что нужно сохранить аутентичность, нужно вот эту старину, мало того, что ее сохранить, еще ее укрепить. Да. И если что-то делается новое, то обязательно, чтобы это гармонично вписывалось друг в друга. Да. Мне кажется, вот здесь вам это удалось. Спасибо. Хотелось бы еще больше камня в интерьере оставить, но по техническим причинам не получилось. Там у нас появилась сырость от воды. Это здание очень долго было в ветхом состоянии. После чистки здания нам удалось за счет пола выиграть 20-30 сантиметров в высоту, но все равно нам пришлось гидроизоляцию долго проводить, много процедур гидроизоляционных проводить и снаружи, и снутри здания. Появился цоколь, который мы обыграли плиткой, обшили тоже в цвет, чтобы это все гармонично смотрелось. Где-то нам пришлось нарастить стену, чтобы там уже, опять-таки, в этой зоне очень сырая стена была. Кстати, стеной, по поводу вот этой стены, вот это очень интересно. Да. На стадии ее создания
А почему заказчик принял именно вот такую Мы волнистую? долго, ну, у нас же тут основной материал металл, серые тона, темные, Да, вот все такое брутальное. Хотелось как-то теплоты. обыграть теплоты, какой-то ненавязчивой волны такой добавить. По проекту изначально у нас ресепшн в нержавеющей стали выполнен под заказ, и за ней тоже была из нержавеющей стали такая гибкая стена в виде Мгм. волны. Но нам очень сложно было ее достать, реализовать, найти мастеров, кто нам ее установит. Опять-таки вот эти технические сложности. Долго искали вариант, подходящий нам, и нашли вот ребят из Питера, которые занимаются параметрической мебелью. И они согласились нам изготовить по нашим размерам. Я переживала, что все это опять-таки не встанет по высоте. Все-таки далеко они находятся, не могут приехать на замеры. Ответственность за замеры на мне, но мы справились. Все это выполнено из массива дерева лакированного и сборно-разборная конструкция. Наши мастера легко смонтировали подложку на стену, и уже вот эти досочки собрали по схеме, по инструкции. Получилась такая легкая стена параметрическая. Салли, ну давай нашим телезрителям все-таки скажем, ну, что это за мебель параметрическая? Параметрическая мебель — это параметрика, она состоит в том, что из частей собирается пазл, который создает какую-то хаотичную форму. Это стулья, даже ресепшн, мебель, столы. На стенах часто, как и у нас, используется такое решение. Это все сборная такая конструкция, она называется параметрической. Очень интересно, и вот мы первый раз видим такую, и Да, мне очень кажется, многие спрашивают, интересуются, и наши мастера, которые устанавливали, интересовались, как это все делать, сохранили себе схемы, надеюсь, будут использовать. да, это очень интересно. Объем. Стена не просто плоская, Да, а придан ей какой-то объем, да, да? да. И хочется подойти, рассматривать, потрогать и так далее. Да, она со всех ракурсов, еще с боковых ракурсов очень красиво смотрится, Вот я да. хотела сказать, жаль, что она не на сплошной стене, чтобы можно было к ней Да, подойти, потрогать ее, посмотреть сбоку. Ну и ничего, я думаю, что в следующих проектах можно реализовать да, нечто да, да, подобное. да. И помимо того, что мы технически закрыли все вот эти части с сырой стеной, с гидроизоляционными слоями, рифленостями, плюс какой-то арт-объект получился. Мгм. Здесь у нас еще использованы зеркальные арт от дизайнеров а, зеркала, которые у нас при входе. Если заходить в фитнес-студию, в зону ресепшена, первое, что нам попадается в глаза, это композиция из 3 зеркал разноцветных, переливающихся, тоже в стиле наших цветов. У нас акцентный цвет терракотовый, такой оранжево-красный цвет. И зеркала у нас получились с переливом градиента красного, желтого и оранжевого. Тоже очень красиво, плюс подсветка, плюс камень. Все это очень так сошлось в одной композиции интересной. Наш древний город стремительно обрастает новыми современными постройками. И как важно здесь соблюсти умеренность, корректность и, конечно, хороший вкус. Ведь наша задача не только сохранить, но и качественно приумножить.